не только за его прекрасные произведения, но и за его воинский подвиг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено татарскому поэту Мусе Джалилю. Муса Джалиль был мастером слова. Ему присудили одну из двух ленинских премий в области литературы за стихотворение «Мамочка тетрадь» 22 апреля 1957 года. Кто же этот человек, заслуживший столь высокое признание народа? Он поэт. Стихи его любят и знают миллионы людей. Он герой. Его подвиг и слава облетели всю планету. Он патриот. Всем сердцем любил он нашу Родину и не пожалел жизни во имя ее. Он погиб в фашистской тюрьме в лицензии 25 августа 1944 года. Но он остается всегда жив благодаря своим стихам. Начните читать его стихи, и вы услышите голос поэта, то вдумчивый, то негромкий, то радостный и озорной, то суровый. Вы узнаете думу поэта и полюбите его за откровенность и прямоту. Поймете, какой же это был настоящий человек. И, конечно, навсегда запомните его имя – Муса Джалиль. Наше сегодняшнее мероприятие мы посвятили человеку, который бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны, в грохот канонады, шагнул и не вернулся, оставив на земле яркий след, свои стихи. А сейчас разрешите мне представить наших приглашенных гостей. Право открыть поэтические чтения предоставляется Муну Михаилу Янсоновичу. Добрый день, дорогие друзья. Я от имени коллектива Донской государственной публичной библиотеки, администрации, от имени ее читателей сердечно поздравляю вас с проведением такого замечательного вечера поэтического чтения в честь Мусы Джалиля. Я с глубоким удовлетворением хочу отметить, что ростовские татары, одна из немногих организаций национальных, которая очень тепло и горячо поддерживает свою литературу. Мы ежегодно встречаемся с вами на Тукаевских чтениях. Я имею в виду татаро-башкирская диаспора. И мы встречаемся с вами и на башкирскими писателями мероприятия проходят. Махмуда Салимова, вашего местного писателя башкирского, мы встречали, проводили вечер. По Рами Гарипову проводили вечер. И мне очень отрадно, что и сегодня, в общем, по замечательному, по творчеству замечательного татарского поэта, героя, патриота, правильно сказали девочки, патриота нашей великой страны, Мусе Джалиля, тоже вы проводите чтение, вечер, пришли послушать стихи. И мне очень приятно, что здесь очень присутствуют молодые люди, которые... мы, например, старики, прекрасно учились в советских школах, и мы очень прекрасно знаем все литературы нашего Большого Союза, татарского народа. В частности, мы очень хорошо знаем и творчество Мусы Джалиля и других писателей и поэтов Татарстана. И мне очень отрадно, что сейчас вы передаете, то есть приглашаете молодых, чтобы они тоже изучали. К сожалению, сейчас такое время настало, что система, я не знаю, что вся и образование, и вообще всей культуры в стране, она так нацелена, что происходит разобщение, в общем, и забывание этих наших
ваших и наших национальных традиций. Это отличается с горечью всеми. Вот. Но то, что вы, ростовские татары, постоянно уже, вот, я помню, вы и еще когда Марсель Расимович работал руководителем диаспоры, при Ришате Гарееве, вот, постоянно вот эта вот, работа литературная проводится. Это очень хорошо. Вот. А касаясь Мусу Джалиля, то, конечно, его творчество надо знать, его творчество надо любить, и его уважать, потому что это был замечательный человек. Вы же представляете, это он, ну, когда учился в Москве, вообще его все любили, потому что это был, вот, во-первых, молодой, красивый татарский парень. Вот. Во-вторых, он был поэт. Вот. Во-вторых, в-третьих, он был журналист. Вот. Владел русским, знал всю литературу, в общем, и, конечно, его все любили и уважали. Он остался работать в Москве, потом уехал после окончания там, в Татарстан, там другие регионы работал, потом опять вернулся в Москву, вот, и его пригласила республика к себе для того, чтобы он, в общем, помог татарской писательской организации. И он работал там ответственным секретарем Союза писателей Татарстана. Вот. И он очень много сделал для того, чтобы развивалась татарская литература, чтобы появлялись новые имена, новые писатели. И она действительно, в общем, республика, кроме того, что она и экономически развивалась, она и культурно развивалась. И, вот вы же видели в фильме, обратили внимание, что на сентябрь была запланирована декада вот, культуры татарского народа вот, в Москве. Но вот, война. И Муса Джалиль, как вот такой человек, в общем, да, ответственный литературный руководитель, писатель, он мог, у него бронь была, он мог не идти на фронт. Но он сказал, что я не могу, я должен воевать. Вот, я должен очень вот, быть с народом, когда он сражается. И он пошел на войну. И попал действительно, ну, пошел, поскольку с самых первых лет, то есть с первых дней пошел в армию, а вот тогда, ну, 41 год был очень страшный, очень тяжелый. Вы же помните, что вот, ну, многие поэты и писатели, которые вот в 41 году пошли на фронт, многие очень вот погибли, не вернулись. Вот, например, целая писательская организация ростовская, там Владимир Ставский, Бусыгин, там и все прочие, да, они попали вот, на Западный фронт. Джалил попал на Волховский фронт. Вот, и вот этот Западный фронт, он же попал в окружение, и все вот писатели ростовские погибли. Мусу Джалиля постигла судьба вот этой несчастной второй ударной армии, которой командовал генерал Власов. Бросил свои войска, сам сдался, и вот эти вот окруженные, разрозненные войска, в общем, все попали в плен. Вот, точно так же. Но и он же в плену тоже проявил мужество и героизм, вот, создал подпольную организацию, и так они успешно работали, что в феврале 1943 года один батальон, который должен был воевать против партизан, они перебили своих этих самых, и ушли целиком к партизанам. И много было таких вот случаев. И действительно, что их разоблачили, ну, как провокатор выдал их провокатор, и, в общем, Муса Джалиль героически погиб в тюрьме. Но и еще более тяжелая была его и послевоенная судьба. Ведь потом, поскольку было известно, что Муса Джалиль пошел вот в этот Вигиделие, как это называлось, фашистское формирование, в общем, это, вот, то считался он предателем. Его начали вымарывать из всех этих самых учебников, из всех этих бумаг, из истории, вычеркивать. Вот. Хотя, в общем, вот, ну, два татарских, которые, человека, два татарина, которые были вместе с ним в плену, в общем, они пришли и вот в КГБ, в НКВД, в общем, передали документы. Вот. Но их арестовали. И один погиб, а второй, в общем, ну, благополучно сидел и вышел. Вот. И потом еще в 1946 году бельгийский, голландский там тоже патриот
пришел в советское посольство и передал вот тут в Моабитскую тетрадь. Вот. И она, когда попала в руки наших писателей, ее начали изучать, и наш советский поэт Константин Симонов, он тогда после войны стал такой известным человеком, редактором журналов, там, редактором газет, в общем, он после войны очень большой популярностью пользовался, вот, и внушительный был человек. Вот, и он помнил Юсуф Джалиля, в общем, по предвоенным годам, и он начал эти стихи, отдал на перевод, и когда увидели, какие стихи, они начали копать, и вот он возглавил эту работу по восстановлению доброго имени Мусы Джалиля. И это имя было восстановлено настолько, что сразу же ему книги начали публиковать. В 1956 году звание Героя Советского Союза ему дали, в 1957 дали Ленинскую премию. Книги его издавались, печатались. Вот. И его знал весь мир. Творчество знал весь мир. И вот, ни один советский учебник такой по литературе вот, печатал его стихи. В общем, они были как стихи именно, во-первых, татарского замечательного поэта и самого главного пламенного патриота нашей огромной страны. И вот то, что мы сегодня вспомнили это доброе имя, замечательное имя, это, я считаю, что это платится добром вот всем нам в будущем. И я очень надеюсь, что вот молодые татарские ребята, школьники, дети тоже внимательно отнесутся к тому, что у нас вот, книги выставлены, здесь выставлены книги всех татарских писателей, и в том числе Мусы Джалиля. То есть мы не сделали отдельную выставку по Мусе Джалилю, мы сделали, что роль Мусы Джалиля в татарской литературе. Он был очень такой значительный вклад внес в татарскую литературу. Вот. И чтобы вы, ребята, знали, что в нашей Донской государственной публичной библиотеке всегда есть место и время для встречи по изучению, по тому, чтобы поговорить о татарской литературе и о поэзии. Вот. И также вы в фондах нашей библиотеки можете всегда взять и почитать очень, книги татарских поэтов и писателей. Вот. И я вас всех поздравляю с этим замечательным мероприятием и желаю всем больших успехов. Уважаемые гости нашего мероприятия, Михаил Усонович — это такой форпост публичной библиотеки для всех наций, не только для татар. Когда у нас есть вопросы по организации, проведению мероприятий, литературных, стихотворных, то ли концерты, мы все идем к ним. И он любезно всегда соглашается и всегда помогает. И, знаете, там суммы не оглашает, а говорит: ребята, свободное время вот здесь, приходите, проводите. Вот. За это мы его любим, и уважаем публичную библиотеку и любим. И он забыл сказать, что лет 6-7 назад мы 300 книг передали, новых с Казани получили в фонды библиотеки. Так что он правду говорит: приходите, берите, изучайте. А от имени Ростовской областной татаро-башкирского культурного центра «Яхташлар» мы хотим сегодня благодарственное письмо Михаилу Усоновичу вам в лице вас, да, в публичной библиотеке. Вот в каком виде мы сотрудничество будет только расти и развиваться. Да. Дорогие друзья, очень спасибо большое за эту награду. Вот. И я хочу сказать, чтобы вы продолжали изучать ваш родной татарский язык. Сестрилигизде бик матур янгырашли. Рахмет. Башкирского культурного центра «Яхташлар» и организации
году в России, где в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей. И среди 20 национально-культурных объединений города Ростова-на-Дону татаро-башкирский культурный центр Якташлар занимает достойное место. Традиционным стало проведение праздника Сабантуй в городе Ростове-на-Дону. Поверьте, горожане ждут, любят и с нетерпением ожидают и посещают этот праздник. То есть та работа, которую проводит культурный центр Якташлар по сохранению своей культуры, традиции языка, она невозможно ее не переоценить и недооценить. То есть это огромнейшая работа. И сегодняшнее мероприятие, сегодняшний вечер поэтический, посвященный творчеству прекрасного поэта, героя, патриота Мурсет Джалилю, безусловно, он имеет огромное значение. И огромное значение для воспитания нашего подрастающего поколения. К сожалению, да, вот Михаил Янсонович говорил, это действительно так. Дети 90-х, наверное, 2000-х годов, мало кто знает о творчестве и этого прекрасного поэта. И сегодняшнее мероприятие, наверное, оно поможет восстановить и сохранить память о таком прекрасном поэте. Я еще раз выражаю благодарность и Марселю Батрудинову, и Ришаду Газизяну за ту огромную работу, которую они действительно проводят. Поверьте, мы это ценим и помним, и знаем, и будем с нетерпением ждать следующих мероприятий. Спасибо вам большое. Успехов и себе, наверное, тоже вместе с гостями получить удовольствие от сегодняшнего мероприятия. Юлия Витальевна, огромное спасибо, что у нас в время пришли, что городские власти не забывают, что в Ростове живет около 8 тысяч татар, да? И у них тоже есть национальные, культурные, духовные интересы, и мы достойно в лице нашей организации будем от вас, как от представительницы власти, требовать наши конституционные права. Максимальные условия. На сегодняшний день у нас есть воскресная школа, мы организовываем праздник Сабантуй, хотим вывести его на другой уровень. Поднимаем своих забытых или не забытых, а дети наши не знают про этих поэтов, Салих Сайдашев, их еще много. Если из лепестков, из запыленных полок мы их не поднимем, больше никто за нас это делать не будет. А вам за ваше внимание и поддержку огромное спасибо и благодарим вас. Также наш праздник посетил Саликов Амир Григорьевич, писатель, главный редактор газеты «Туман Яр». Саламас. Очень неожиданно меня вызвали, поэтому я не готовился. Я хочу тоже поблагодарить всех организаторов и присоединяться нам, взрослым и другим людям, которые хотели бы помочь нашей организации Якташлар, да, чтобы она хорошую платформа есть, платформа нашей организации есть. Извините, я платочек держу, потому что у меня тут проблемы с зубом. Платформу построил Марсель еще сколько лет, 18 назад, да, вот. Сейчас надо на этой платформе построить нормальное здание наших взаимоотношений между татарами, с другими национальностями. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что там мы хлопаем, она все-таки слабовата. Несмотря на то, что мы являемся достаточно такой емкой национальной организацией, народом на юге России, нам надо подружнее быть, надо помогать друг другу. А так огромное спасибо за организацию, за приглашение. Спасибо. Рахмет. Дорогие друзья, просим поддержать ваших участников и внимательно слушать подготовленные произведения. Как патриот своей родины, Муса Джалиль с первых дней войны рвался с увлечением. Şairlerimiz eklemit. Tatar dilim benim halkım dili, ondan başka benim dilim yok.
ilin süymesken telin süymez, ili yukmanlatı değil. Musa Jalil, jırlarım siz şıtıp yüreğimde, il kugunda şeşek atığız. Küp mü bulsa sizde kış hem yalkın, şul kadarlı jirde hakkınız. Sizde benim bütün duygularım, sizde benim kırsiz yaşlarım. Siz ülsəgiz min de unutulurmun, yaşasagiz min de yaşarmın. Min kabızdım jırda yalkın iti, yüreğim hem haklık hakkına. Jırım bilen dostunu irkeledim, jırım bilen jingdim düşmanını. Aldı almaz meni tüben lezzet, vakt durmuşnun şuar perdesi. Şigirimdeki şınlık, ut hem suyu, yaşarımның bütün mağnası. Ülgende de yürek turu kalır, şigirimdeki izgi antına. Бар jırımны ilge bağışladım, gümrümni de birem halkıma. Jırlap üttim danlı kireş kırın, jırlap kildim turmuş yazıma. Соңғы jırım palaş baltasına, başım salgan kiliş yazıla. Jır üretті meni hır yaşarga, hem ülerge kıyıl ir bulup. Gümrüm benim мұңлы bir jır idi, ölümüm de yangıra jır bulup. Соңғы жыр. Жер yüzü шундый киң, күңелле һәм якты, тик төрмәм караңгы, ишеге юзаклы. Күктә бер кош оча, югары, мин ауныйм идәндә, кулларым богаулы. Тышта бер гөл үсә, яңгырга коенып, мин кибәм, мин сулам, төрмәдә боегып. Мин беләм, бик татлы да яшәү тойгысы, тик инде мин үләм, бу җырым соңгысы. В апреле 1942 года составили официальный акт о зверствах фашистов на оккупированной территории Новгородской области. Муса тоже участвовал в сборе материалов, беседовал с уцелевшими жителями. Видимо, тогда он возродился замысел стихотворения Варварса, которого он написал в Маврикской тюрьме. Я приглашаю на сцену Васильченко Эльдара Андреевича. Яму рыть заставили. Сами они стояли кучкой дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучи вышло на поля. Последний раз детей поцеловала, последний раз гудел осенний лес. Казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. Из выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку
спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна, как не лишиться ей рассудка. Все понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вдохнешь ты вольно, закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и заолела кровь, по шее лентой красной извиваясь, две жизни на землю падают, сливаясь, две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты столько раз горе видела людское, ты миллионы лет цела для нас, но испытала ли ты такой позор и варварство такое? Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его с земли кровавыми слезами, пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Стихи поэта служили оружием в подпольной борьбе. Недаром они так широко распространялись, недаром их запомнилось столько военнопленных. В его стихах горела ненависть к фашистам, бесконечная любовь к отчизне. Каждая строка западала в душу, была близка. Наверное, поэтому стихотворения Мусы очень быстро запоминались после первого же прочтения. Стихи его волновали, заставляли думать, ненавидеть, смеяться и плакать. Своими стихами Джалиль рассказывает, как советские люди не покорялись немцам во вражеском тылу. На сцену приглашается Эльвира Ильшатовна со стихотворением «Козел ромашка». Musa Jalil ijodi Qizil Romashka. Ertangi tong nuridan uyandı romashkalar. Yilmayib, hal so'rashib, ko'zga ko'z qarashdilar. Nozladi jil oratalarga, tebratib oqshuqlarin. Tong sepdi izlarini, xush isli sovchiqlarin. Shashaklar keyiflanib, joygina silkindilar. Ham keyin shunda g'ajib, bir yoma hal qildilar. Yiroq tugul mo'ng'ayib, o'tira romashka qizi. Tikshukları ok tugul, qon shekili qip-qizil. Romashkalar bor da ayrilmay bir-biridan. Nishik shulay bir o'zi u qizildan kiyingan? Aytdilar, sen singilkay, nik o'zgarding, nishlading? Nidan qizil shuklaring, nidan olsa tuzlaring? Aytdi qizil romashka. Dünler benim yanıma yatıp batır soğuşçu attı düşmanlarına. Ol bir yüzü soğuştu 15 okçuğa karşı. Şirinmedi. Dik tonda yaralandı kolbaşı. Anın batır alkanı tandı benim şuklarga. Benim kızıl gülmenim bit ışadı şulpanga. Yigit gitti, men kaldım. Kanın saklap şurunda. Kimde anı sağınıp, balkıyım men tağ nurunda. На сцену приглашается Кармиева Асия. Она исполнит стихотворение «Красная ромашка» на русском языке. Луч поляну светил и ромашки разбудил. Улыбнулись, встрепенулись, все
подружки повернулись. Ветерок их приласкал, лепестки заколыхал, их заря умыла чистой, свежей, росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг подружки встрепенулись. Все подружки повернулись. Эта девочка была не как все цветы пила. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег, одна она, словно кровь была красна. Вся поляна к ней теснилась. Почему ты изменилась? Все взяла ты этот цвет, а подружка им в ответ. Вот такое было дело, ночью битва здесь кипела. И плечо в плечо со мной тут лежал боец-герой. Он с врагами стал сражаться. Он один, а их 15. Он их бил, не отпустил. Только утром ранен был, кровь из раны заструилась. Я в крови его умылась. И теперь он ушел, его здесь нет, ни одной встречать просил. И теперь о нем горю я, как чурбан, звезда горю я. Жена поэта Амина так писала в предисловии к посмертному изданию стихотворений Джалиля. В июле 41 года мой муж, Муса Джалиль, вступил в ряды советской армии. С июля 42 года от Мусы перестали приходить письма. Долго ждала я, и вот, наконец, пришло самое худшее известие. Джалиль пропал без вести. Многие годы я не знала о его судьбе. Судьба поэта сложилась так, что ему не суждено в отчизну попасть, как мечтал он во многих стихотворениях. Представляем вашему вниманию хат, письмо, которое прочтут на татарском и русском языках Чудин Саид и Синдикат Ибрагим. Siz kuşu jilga xatamni, tiliga olsa satimni. Uramda uyingizda, qizlar ulkan uramda uyingizda. Bezlashmamni qilib ayasam ku itmik taraf. Uyga qayta chiqdi qizlar ulkan ayağını qayta chiqdi. Qay pasatda yinimizga biz bo'lsa jilalarimizda shotlanir kulib qizlarimga singlar shotlanir kulib. Biz bo'lsak ildim tilida biz bo'lsak ildim tilida dard esa bizning kunimda. Kaç hafta beklerde, kızlarım gelsinler kaç hafta beklerde. Biz bulsak sizin yerlikte, siz bizden yerlerde kaç hafta beklerde. İlk kızlarım gelsinler, siz bizden yerlerde. Вам письмо бы написал, эх, вы девушки, сестренки, вам письмо бы написал. Песню вы письмо включите, и меня вы помяните. На гулянке и в избе, эх, вы девушки, сестренки, на гулянке и в избе. Не прогнав орды кровавой, не поправ врага со славой, не вернемся мы домой, эх, вы девушки, сестренки, не вернемся мы домой. Если мы необходимы нашей Родине любимой, мы становимся сильнее. Эх, вы девушки, сестренки, мы становимся сильнее. Да,
мечтал минувшей молодости зари. И не в обиде молодости был. Я отдал дням, что в битвах закалялись, и замыслы мои осуществлялись. Чтоб я числом тех знаков и примет мечтал минувшей молодости зари. И не в обиде молодости был. Я отдал дням, что в битвах закалялись. Я созидал, и труд мне слабок был, и замыслы мои осуществлялись. Как вдохновенно трудится народ, социализма воздвигая здания. Я знаю, камнем жизнь моя горит, и прочно ляжет с основания. Раб, бездомный и униженный, безотчизной воли. Я страдалец. Если бы были живы отец и мать, мое место сейчас было бы за порогом дома. Я все равно был бы сиротой. Участь моя подобна судьбе израненной собаки. Горестно пишет Джарик. Стихотворение «Раб» — это утверждение свободы, как высшей категории человеческого существования. На сцену приглашается Кармиева Марьям. Поднял руку, в смертном ужасе и дорогой. Враг скрутил ему руки веревкой, погнал его под бичом. Нагрузил его груз за кормою и зачеркнул с этой поры палачи нанесли топоры. Над его головой молодой палачи нанесли топоры, словно рабским клеймом ненавистным. Он отмечен ударом плеча и согнулась уже коромыслом тело стройное, как свеча. Разве скручено в этом бедняге свой нам что-нибудь есть? У него ни души, ни отваги, он во власти хозяина есть. Поднял руки ты пред врагами и навеки закрыл себе путь. И навеки закрыл себе путь, оказавшись навек побил руки ты вверх, и навеки себе себя братство ты вверх. Смело бейся за правое дело, в битве жизни своей не жалей. Быть героем нет выше удела, быть рабом нет позора жизни. Синаминен хәбәр китерсәләр, ул егылган арык дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган, аңтым шакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга, хакым бармы арып калырга. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән китәм, илһәм синең өчен. Автоматым асып аркама, илне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр.
Tufrak tenni küme olmaz. Yalgınlı jim tulu kümeli. Ulen diye beyte bulamazsın. Jine beyip mıntı ülemle. Муса Джалиль – известный татарский поэт. Каждый народ гордится своими выдающимися представителями. На его стихах воспитано не одно поколение истинных патриотов своей страны. Моральные установки, заложенные с детства, превращаются в кредо человека на всю его жизнь. Во фронтовой поэзии Джалиля преобладают эпизоды военной жизни. Поэт рассказывает о разведке, о буднях больничной палаты. Он мечтает о совпадении захваченных фашистами стран. Стихи Джалиля становятся в ряд с той поэзией фронтовых будней, которая заняла главное место в советской литературе. С поэзией Твардовского, Симонова, Суркова. Одно из таких стихотворений сейчас прозвучит. Я приглашаю на сцену Черноухову Амину со стихотворением «Платочек». Простились мы и с вышитой громою подарок в мои руки дали мне. Подарок милый, он всегда со мной. Ведь им прикрыл я рану на войне. Окрасился платочек теплой кровью, поведав мне о чем-то о родном. Как будто наклонилась в изголовье моя подруга в поле под огнем. Перед врагом колен не преклонял я, не отступил в сражениях ни на 5. О том, как наше счастье отстояло, платочек этот вправе рассказать. Катерина – большое внимание для татарской поэзии Катерина. Поэт рассказывает о трудной любви, часто носящей людям мучения и страдания. Но поэт верит в то, что истинная любовь пробьет себе путь всегда. Кстати, люди очень любил свою жену Амину. Ей он посвятил много стихотворений. Одно из них сейчас прозвучит в исполнении Макаева Равиля Ибрагимовича «Любимой». Ближе к микрофону. Так, слышно? Слышишь? Я могу быть может, годы будут без письма, без вести обо мне. Мои следы затянутся землей, мои дороги зарастут травой. Быть может, сны твои печали я приду, в одежде черной вдруг войду. И смоет времени бесстрастный вал, прощальный миг, когда тебя я целовал. Как время ожидания велико, так изнутри тебя оно, так убедит тебя, что нет его, как будто это было суждено. Уйдет твоя любовь, а у меня. Быть может, нет ничего сильнее, придется мне в один нежданный день уйти совсем из памяти твоей. И лишь тогда, вот в этот самый миг, когда придется от тебя уйти, быть может, смерть тогда победит, лишит меня обратного пути. Я был силен, покуда ты ждала, смерть не брала меня в бою. Твоей любви волшебный талисман хранил в походах голову мою. И падал я, но клятву подарю, ничем не запятнал я на войне. Ведь если бы я пришел непобедим, спасибо, ты бы не сказала мне. Солдатский путь извилист и далек, но ты надейся и люби меня, и я приду. Твоя любовь — залог спасения от воды и от огня. Особенно сохранение тела Джалиля, чистый, неиссякающий источник его лирических переживаний, любовь к детям. Она больше другого говорит о человеческой личности Мусы. И сейчас мы приглашаем на сцену наших самых юных участников. Чудина Рашида со стихотворением «Киезля Дуска» и Бахмутдинова Булата стихотворением «Сягай». Киевляй
шул йокыла корап. Сәгать йөри келт-келт, тиз мәктәпкә кит-кит, Нора тәненә дәшеп, тукта мине, кәт-кәт. Творчество Мусы Джалиля поражает один факт. Стихи, написанные им накануне казни, то и дело озаряются улыбкой спокойного, уверенного в своем превосходстве человека, а нередко в них звучит смех. Это может показаться неожиданным, даже невероятным, но факт остается фактом. Юмористический мотив сквозной нитью проходит через весь муавинский цикл. Я приглашаю на сцену Подгутинова Салавата со стихотворением на татарском языке «Парад России». Шуындагы акмайга ирешкән күселәр. Мин шуларны сакларга кушкан ала күсегә. Миу-миу, күскәем, барча зинһар шыланга. Майны сакла күседән, оясыннан чыгарма. Песи күргәч күселәр, койрыкларын кыстылар. Йөрмәделәр шабышып, ярыкларга кыстылар. Миу-миу, күскәем, колак салдым сүзеңә. Каравылдан бушагач, сер бирелмәс үзеңә. Иртә белән майган, керсәм, күздәм акайды. Ябыз песи бер үзе, ялгы бирсән акмайды. Миу-миу, күскәем, кыйнатчы икәнсин. Сыклый торган маймына үз әмәшап киткәнсин. Приглашаем на сцену Уразова Даниэля со стихотворением «Садовод». Наш садовод неугомонный дед. Ему, пожалуй, 90 лет. А он, восход засветится едва, лишь на ногах, засучит рукава и в сад слова. Цветы сажать, на верхушке яблони сажать, или грядки рыть, капусты, там и тут, фиалки, маки, ягоды растут. С весной тоже прилетают в сад, друзья крылатые, старик и брат. А в мае первых числах юный чист, березовый зазеленеет лес. И молодеет дед, и со слезой летит на риски и внучок красой. Пройдут года, здесь ивы прошумят, дождёж придет, похвалится. А если умрет он, садовод, сад будет жить, цвести из года в год. И счастлив станет, лиственница друг о нем споет, печались на ветру. Обои стихотворений Мусы Джалиля больше всего нравится девочкам. Практически всегда одним из первых знакомых с творчеством поэта начинается стихотворение «Красная ромашка». Приглашаем на сцену нашу любимую дочку Дочереву Танину Маратовну. Ночь поля расцветет, и ромашки разведет, улыбнулись, потянулись, мир собой перевернул. Все ветерок приласкал, лепестки заколыхались. Их заря была чистым, свежим, росой душистым. Так качаются они, наслаждаются они. Все ромашки встрепенулись, все к подружке повернулись. Эта девочка была, мне как в сердце взяла. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег, она одна, словно крыло белокрасное. Все поляны колесниц. Почему ты изменилась? Где золотая цвет? А подружка в ответ. Вот какое ушлое дело, ночью прыгает и скипел. И при чем к ней не тут лежал боязкий. Он с ногами стал сажать. Он один, а их 15. Он избил, не отступил, только утром раненый. Он странно застроилась, я вправду его волновалась. Он ушел в снег, ни одной сучи свет. И теперь парем горюя, как чулпан звезда горюя.
Мчался храбрый джигит над Недом скакуни. В чистом поле он с вражеской ратью схлестнулся. Написать никак он не проскакал в тишине, про одну селу. А джигит не вернулся. В чистом поле погиб он, в неравном бою, и окрасилась кровью трава молодая. Но простреленный стягу, как клятву свою, младшим братьям своим завещал, умирая. Над могилой бессмертное знамя горит. В каждом доме тебя поминают любовью, в каждом сердце живет твое имя, Джигит. И склонилась страна к твоему изговору. Стихотворение усадживали молодая мать. Горит деревья, капчась заката. Густой багрянец по небу разлит. Раскинув руки на пороге хаты, расстрелянная женщина лежит. Малыш, озябший, полугодовалый, прижался к ней, чтоб грудь его достать. То плачет он на древе и устал, то смотрит с удивлением на мать. А сам плачет при заре пожара, губя живое на своем пути. Спешит на запад, чтоб спастись от кары, хотя ему, конечно, не уйти. Сорва украдкой вышла из подвала, поблизости услышав детский крик. К крыльцу своих соседей подбежала и замерла от ужаса на миг. Ребенка повела: не плачь, мой милый, не плачь, тебя унесут в наш дом. Она его согрела и умыла, и теплым напоила молоком. Сорвал ласкала малыша впервые. Первые вниз заговорила мать, а он мне руки протянул худые и начал слово «мама» лепетать. Всего 17, ей скажи на милость, еще вся жизнь, все счастье впереди, но радость материнства засветилась уже сейчас у девушки в груди. Родные звуки, песенки знакомые поются в предвечерней тишине. Не в этот час пройти бы мимо дома и заглянуть бы в то окошко мне. Сорвал малышку вырастет, я знаю ее упорство, верю до конца. Ведь дочерям страна моя родная дарует материнские сердца. Ночь нас одарила первым теплым ливнем. Он унес последний холод с мраком зимним. Вся земля покрылась пестрыми коврами, бархатной травою, яркими цветами. Белая береза распахнула почки, не стоят же голые в майские денечки. Босиком промчались мы под ветром мая, растянись на солнце, грейся, загорай. На сцену приглашается Руслан Аюпов со стихотворением «Чулочка». Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, потом к рву всем встать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекая, не грозя, смотрели словно в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, но смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой в мгновение вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если дочка твоя вот так же здесь легла? И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, к заре не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленным зажглась. И всюду взгляд светился синий,
и всюду слышалось опять, и не забудется поныне. Чулочки тоже дядя снять. День рождения поэта-героя, подлинник муавитских тетрадей, на красных подушечках, в сопровождении воинского эскорта, выносят из фондов музея для всеобщего обозрения. В эти дни музей особенно многолюден. Все приходят, чтобы выразить свою любовь и уважение к Джалилю. Гордость переполняет сердце, когда видишь этот церемониал. Вот вершина, которой может достичь человек. Выступает Курмакаева Надия Хайдаровна со стихотворением «Волк». Люди кровь проливают в боях, сколько тысяч за сутки умрет, чуя запах добычи вблизи. Рыщут волки всю ночь напролет, разгораются волчьи глаза, сколько мяса, людей и коней. Вот одной перестрелки цена, вот ночной урожай батарей. Волчьи стаи, вожак матерый, предвкушением пира хмелет, так и замер, его пригвоздил чуть не рядом раздавшийся стол. То к березе припал головой, бредил раненый болью томим, и береза качалась над ним, словно мать убивалась над ним. Старый волк постоял над бойцом, посмотрел и обнюхал его, для чего-то в глаза заглянул, но не сделал ему ничего. На рассвете и люди пришли, видят раненых, дышат чуть-чуть, а надежда все-таки есть эту искорку жизни раздуть. Люди в тело загнали сперва раскаленные шампала, а потом на березе в петле эта слабая жизнь умерла. Люди кровь проливают в боях, сколько тысяч за сутки умрет, чуя запах добычи вблизи. Рыщут волки всю ночь напролет. Что там волки, ужаснее злей стаи хищных двуногих зверей. Только героизму будет учить жить. Не пелом тяжко не всходит, о звоне кандальных цепей, о счастье, любви и свободе, о родине милой своей, бессмертной песни поэта. Лететь им сквозь тысячи миль, запомни, запомни про это, Муса его имя, Джалиль. Просим пройти на сцену приглашенного гостя, постоянного участника всех политических мероприятий, проводимых нашим обществом. Человека, который знает о судьбе Джалиля и его товарищей больше, чем и присутствующих кандидата философских наук Марченко Сергея Николаевича, стихотворение «Милая». Друзья, огромное спасибо за приглашение. Для меня большая честь быть среди вас. Это моя фамилия Макаренко. Но это не важно. И я давний почитатель творчества великих татарских поэтов Николая Такая и Мусы Джалиля. Ну и, конечно, вот здесь как бы неофициально, абсолютно неофициально, так представляю федеральный университет, где я работаю. Вот. И, вы знаете, если Габдуллу Тукай уже бесспорно считают татарским Пушкина, это действительно вклад в татарскую культуру и татарское даже национальное такое сознание, точно так как Пушкин повлиял, то Джалиля есть мнение, сравнивают с Леном. Но дело в том, что Джалиль немножко другого плана поэта, в научном сообществе, да, все-таки не принято проводить эту параллель, потому что Джалиль светлый, лучи
написал: я не поэт печали, черной грусти, я счастье, твой поэт. И его отношение к людям. Там, где он находился, всегда было смех, веселье, радость, улыбки, ирония. Даже, как вот сейчас принято говорить, приколы. Он был интересным человеком, специалистом по своей природе, по сути. То есть, и его отношение к женщине, к любимой, его отношение вообще к друзьям, знакомым. Он был настолько контактный, открыт, никогда никого не упрекал, в принципе, если где-то что-то не так или что-то ему не нравится. Это вот если мы у Лермонтова там почитаем: ты, но судьба виновата была, что скоро ты не изменила, она тебе прелести женщин дала, женское сердце вложила. Муса Джалиль никогда такого не сказал о женщине. Вот. И вот его одно из стихотворений называется «Милая». Абсолютно вот настолько иронично, настолько даже можно сказать таким юмором, самоиронией, что просто восторгаешься. Джалиль был действительно очень веселым, интересным, светлым человеком. Вот. Но просто судьба так сложилась, что трагизм в его стихах, в последних стихах трагизм, потому что его душа не могла смириться с этой жестокостью, о которой вот, говорили до меня юные и только юные исполнители. Итак, вот послушайте, стихотворение называется «Милая». Совсем другой Джалиль. Сейчас вы увидите его другим человеком. Милая в нарядном платье, забежав ко мне домой, так сказала: погулять я вечерком не прочь с тобой. Медленно спускался вечер, но как только тьма легла к речке, между нашей встречи я помчался вдоль села. Говорит моя славлянка: сколько я тебя учу, приноси с собой тальянку, слушать музыку хочу. Я на лоб надвинул шапку, повернулся и бежать. Я тальянку сгреб в охапку и к реке пришел опять. Милая недобрым взглядом посмотрела, мол, хорош. Почему сапог не смазал, зная, что ко мне идешь? Был упрек мне брошен виски. Снова я пошел домой, сапоги натер до блеска черной ваксы городской. Милая опять бронится: что ж ты, человек чудной, не сообразил побриться перед встречей со мной? Я уже, теряя силы, побежал, нагрел воды и посредством бритвы с мылом брил остатки бороды. Но бритье мне вышло боком, был наказан я вдвойне. Ты никак повинул щеку, мило сказал мне. Ой, не судьба, гулять не будем, разойдемся мы с тобой, чтобы не сказали люди, что деремся мы с тобой. Я пошел домой унылый. Ты откуда, друг, спросил? С речки, только что, милая. Похваляясь, пробасил: я любовью озабочен. Как мне быть,
Что делать с ней? С Милой быть мне очень трудно. А без нее еще труднее. Дорогие друзья, с 27 января этого года у нас стартовали курсы татарского языка, которые организованы татаро-башкирским культурным центром «Япташла» при содействии Центрального духовного управления мусульман Ростовской области. Это необходимо для сохранения идентичности татарского народа, развития и сохранения татарского языка. Занятия проводятся на бесплатной основе каждое воскресенье с 10:30 в городе Ростов-на-Дону, переулок Крепостной, 123, комната 5. Занятия проводятся по наиболее востребованным тематическим разделам: приветствие, знакомство, этикет беседы, семья, дом, родители, дни недели, времена года и многое другое. Так как в обществе нет финансирования, оплата аренды происходит только из взносов неравнодушных людей. Любой желающий может нам помочь на ежемесячной или на разовой основе. А сейчас мы хотим представить вам нашего учителя татарского языка Эльвиру Ильшатовну. Добрый день, дорогие друзья! Мы уже месяц обучаемся татарскому родному языку. Многие делают большие и значительные успехи. С детьми мы начинаем с азов татарской азбуки. Со взрослыми мы стараемся развить татарскую разговорную речь. Я приглашаю всех желающих изучать родной язык. Приходите к нам на занятия. И успехов вам в добрых начинаниях. Hayırlı gün sizge, hürmetli dostlar. Biz bildiğinde bir ay boyu tatar diline öğreniriz. Benim kararımına kübüsü zor adım yazıyorlar. Balalar bilen biz tatar dilinden, ana dilinden, elifbeden öğreniriz. Ulular arasında tatarca söylerge örnek alırga tırışarız. Tuğan dilin bilirge dileyen kişiler rahim ediniz. Bizim işiklerimiz açık. Biz yana kişilerge büyük şad bulabız. Ailelerimizge zor bereket, iyiminlik, sağlık dileyin. İtibar için rahmet. Дорогие друзья, все участники выступили, пришло время подвести итоги, а также наградить участников. А сейчас я предоставляю слово председателю Татаро-Башкирского культурного центра «Япташла» Подгудинову Марселю Расимовичу. Дорогие друзья, уважаемые друзья, гости нашего мероприятия, участники, огромные слова благодарности хочется сегодня сказать всем. Дорогие друзья, барыгызга шын көңілден бик зор рахмет. Когда слышишь стихи Мусы Джалилия и дрожь в голосах мужей, слезы матерей, это, наверное, дорогого стоит. Мы не зря сегодня организовали это мероприятие, и оно надолго сохранится в нашей памяти и сердцах. Мы от имени нашего общества хотим поблагодарить всех наших участников, юных, взрослых, и вручить им благодарственные письма нашего общества. Пусть они у себя дома сохраняют и будут ежедневно, ежемесячно вспоминать, что они были участниками нашего мероприятия, и на следующий год будут еще более активнее. Поэтому сейчас давайте по очереди, наверное, будем вознаграждать. Я читать не буду, вот зачитаю, оно аналогично всему. Да? Макаренко Сергей Николаевич, благодарственное письмо. Ростовская областная общественная организация Татаро-Башкирский культурный центр «Япташла» выражает вам искреннюю благодарность за участие в праздничном мероприятии «Хранительские чтения». Благодарим вас за высокий профессионализм и большой личный вклад. Желаем вам успехов, благополучия, здоровья. Пусть и дальше крепнет и развивается наше плодотворное сотрудничество.
татарских писателей. Мы говорим, мы это не понимаем, это, наверное... Это выше. Это по зову сердца. Это выше. По зову сердца я сам не понимаю, потому что сердце не прикажет. Руслан Аюпов. Постоянно помощник, всегда нас поддерживает. Рахматовна, Бекзор, тебе и твоей семье. Светлоокова Алина. Сидоренко Диана. Алина Диана, огромное слово благодарности. Чудин Саид, Бадгутдинов Салават, Бадгутдинова Алина. Корнеева Марьямова. Давайте хорошенько похлопаем. Давайте, наверное, поддержим ее нашим присутствием на уроках, чтобы то число, которое сегодня есть, только увеличивалось и никак не убавлялось. Потому что если не будет посещаемости, и у учительницы желания-то не будет обучать, да? Если есть интерес родителей, детей, то я надеюсь, что Юлия Шатовна еще и в Казань поедет, и экзамены там сдаст педагогические, и мы надеемся, что результат в конечном итоге будет на следующий год, мы это все увидим. Рахмат Сидгаревич. Зур бәхет, уңышлар телим сезгә. Сау булыгыз. Синдикаев Ибрагим. Уразов Даниэль. Синдикаев Ибрагим. Даниэль. Клара Безнең. Молодцы. Еникеева Камила. Чудин Рашид. Василий Чемпель, да? Она все время рядом помогает. Поэтому давайте им пожелаем успеха, терпения, благополучия и счастья в жизни. Hürmetli qadrli do'stlar, suy umrni, suy xalqini dunyosin degan Abdulla To'qayev. Shuning uchun bugungi bizning kechamiz Alloh taolaning yordami bilan bizning borimizning da yuraklarimizda, ko'ngillarimizda xalqimizning tilini, urf-odatlarini qolata uyatsin edi muhabbat. Rahmat sizning boringizga.